Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем подробности массовой аварии на Мамадышском тракте. Меня ударили в заднюю часть, и от удара меня просто выкинуло на среднюю полосу. И уже как шайбу покидала. Там столкнулись 5 автомобилей. Сегодня стартовало слушание дела об избиении бывшим спецназовцем подростка-инвалида. На сегодняшний день мальчик также не явился в судебное состояние, поскольку состояние не позволяет ему участвовать. А также неспортивное поведение. Не трогайте моего отца! Не трогайте моего отца! Не трогайте моего отца! Хоккеисты устроили потасовку со зрителями. Это и не только прямо сейчас. Одно неудачное решение тут же повлекло за собой массовую аварию. На Мамадышском тракте столкнулись сразу 5 автомобилей. Nissan, Volkswagen Polo, Lada Granta, Kia Soul и грузовик Scania. По предварительной версии, японская иномарка ударила корейский автомобиль, которую в свою очередь отбросила на остальные машины. Момент удара зафиксировал видеорегистратор. Их записи посмотрел и Рамиль Шайдулин. Сейчас вот к перекрестку приближаемся, там уже почти... Вот он. Ага. Вот, смотрите. И вот смотрите, она сейчас вылетает вперед. Опа! Все произошедшее попало на видеорегистратор водителя грузовика. Как видно на кадрах, едущий по левой полосе автомобиль Nissan ударяет Kia Soul. Ту, в свою очередь, отбрасывает в средний ряд, где иномарка сначала сталкивается с грузовиком, а после еще с 2 автомобилями. Дальнобойщик отметил, что после разгрузки возвращался в Санкт-Петербург, но авария нарушила все планы. Удар был такой силой, что из-под капота фуры вытекли технические жидкости, и сам грузовик оказался не на ходу. Раз, два, там, внутри уже не видели. Другим водителям повезло больше. Большинство из них еще были на ходу. Несмотря на то, что множество ударов приняла на себя Kia, ее водитель вместе с пассажиркой не пострадали. После ДТП автоледи узнала причины маневра водителя Ниссана. Меня ударили в заднюю часть, и от удара меня просто выкинуло на среднюю полосу. И уже как шайбу покидала. Как он объясняет, как водитель, что он сначала был в левой полосе, потом он решил вправо, увидел, что фура его не пропускает, он решил опять слева. И чтобы избежать столкновения, хотел, говорит, вообще на бордюр легкий, поэтому он въехал в меня. Водитель Ниссана свою вину не отрицал. Теперь ему остается надеяться, что страховых выплат хватит на возмещение ущерба всех автомобилей. Рамиль Шайдулин, Айрат Назипов, Алмаз Зиединов. Вызов 112. 9-летний ребенок, пассажир «Жигулей» 7-й модели, погиб минувшим днем в результате аварии на 949-м километре автодороги Москва-Уфа в Мамадышском районе. По данным автоинспекции, водитель «семерки», опережая колонну большегрузов, не справился с управлением. Машину развернуло, в результате чего «Жигули» столкнулась с «Ауди», с которой ехала в одну сторону. После этого отечественную легковушку выбросила на встречную полосу прямо на едущий там грузовик «Мерседес». Водитель «семерки» и 2 пассажиров, среди которых 13-летний подросток, были госпитализированы. 9-летний ребенок, сидевший на переднем сиденье в детском кресле, скончался до приезда скорой помощи. Момент наезда на пешехода на улице Губкина попал в объектив видеорегистратора, находившегося в автомобиле, стоявшем рядом. Напомним, об этом происшествии мы рассказывали 21 декабря. 39-летний мужчина попал под колеса иномарки. На записи с регистратора видно, что водитель мало что мог сделать. Пешеход выскочил прямо перед автомобилем, нарушив правила дорожного движения. Как уверяли очевидцы, мужчина был пьян. В результате наезда пострадавший получил перелом позвонка и был госпитализирован. На проспекте Победы в аварию попали 3 отечественных автомобиля. «Лада Калина», ВАЗ-2112 и «Десятка» не смогли разъехаться при подъеме на развязку. Машина разбросала по разным сторонам, в результате чего на этом участке дороги образовался затор. Анна Городнова с подробностями. Я говорю, у меня регистратор, у меня тоже. Не знаю, как. Несмотря на то, что оба водителя имели видеорегистраторы, никто из них не пожелал признавать свою вину. Водитель «Лады» 10-й модели отметил, что он направлялся в сторону развязки. Непосредственно на ней и начались проблемы. Ударяя, я ее, получается. Я по тормозам жму, она уже перестроилась. Ну, короче, она перестроилась резко. А подрезал? Да, подрезал, получается. Я не успел тормозить. Ну, тормозил, машину потащил, и все, я догнал, я развернул, получается, на мосту. Вот 12-ка. Судя по рассказам, водитель «Калины» решила заехать на развязку в самый неподходящий момент. После столкновения с «Десяткой» автомобиль отбросило на ВАЗ-2112. Хозяин пострадавшего транспорта поддержал водителя «Лады» 10-й модели. «Калину» просто выбросила меня все на встречку. Я увидел уже, как «Калина» поперек дороги стоит.
Ну вы тоже считаете, что Калина виновата? Да. Еще одна участница аварии от комментариев воздержалась. Все 3 водителя после устранения неполадок решили отправиться в центр оформления ДТП своим ходом. Анна Городнова, Айрат Назипов, Азат Самигуллин. Вызов 112. Погодные условия стали причиной госпитализации 18-летнего водителя внедорожника в больницу. Мужчина за рулем Renault Duster сегодня на улице Вишневского на скользкой дороге не справился с управлением, после чего иномарку отбросил на столб, а затем на обочину. Удар был такой силы, что водитель получил различные травмы, и медики решили доставить его в больницу. Уже там ему диагностировали ушиб мягких тканей головы и отпустили на амбулаторное лечение домой. Сегодня в Московском суде Казани стартовало слушание дела об избиении ребенка-инвалида. Напомним, бывший спецназовец Рустем Газизуллин обвиняется в том, что 19 сентября возле станции метро Яшлык избил 17-летнего подростка, после чего скрылся с места происшествия. Признает ли мужчина свою вину и чем объясняет свою агрессию? В репортаже Нафисы Минязовой. На это судебное заседание подсудимый пришел уже подготовленный, надел маску и тщательно скрывал свое лицо от видеокамер. Сегодня в Московском районном суде стартовал процесс по нашумевшему делу об избиении бывшим спецназовцем 17-летнего подростка-аутиста. Все произошло 19 сентября возле станции метро Яшлык. В этот день мальчик заблудился, вышел не на той остановке и звонил маме, чтобы объяснить, где он находится, и спросить, что делать дальше. Этот ребенок стоит, разговаривает, смотрит по сторонам, пытается объяснить матери, где он находится. Я вам сразу говорю, он стоит на цыпочках, переминается с ноги на ногу, что уже показывает определенные качественные моменты ребенка, понимаете? Момент избиения попал на камеру наблюдения в одном из торговых павильонов. Ребенок на секунду исчезает из кадра и появляется вместе с избивавшим его мужчиной. Сам нападавший, находившийся тогда с маленьким ребенком, с места происшествия сразу же удалился. Сотрудники магазина вызвали на место медиков. Мальчика госпитализировали и диагностировали у него перелом лицевой кости. Полицейские установили личность подозреваемого и задержали нападавшего на следующий день. Им оказался Рустем Газизуллин, бывший сотрудник спецназа. Полицейским он рассказал, что якобы ребенок-инвалид сам на него напал, плевался и грозил его убить. Родители особенного мальчика в это не верят. Во-первых, Володя слово «убьют» не то, что там знать, не знать, сказать с каким-то либо определенным смыслом не может, потому что не может этого смысла осознавать. В ходе судебного следствия было доказано, что ребенок никакой агрессии в отношении нападавшего не проявлял. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести». Санкции данной статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы. Сегодня на судебное заседание подросток явиться не смог. На сегодняшний день мальчик также не явился в судебное заседание, поскольку состояние не позволяет ему участвовать. Как позже отец ребенка объяснил в суде, мальчику после полученной травмы очень тяжело дышать. И сегодня они с мамой пошли в больницу для обследования. И поэтому слушание дела продолжат уже в следующем году, когда пострадавший начнет себя чувствовать лучше. Нафиса Минязова, Александр Лобанов. Вызов 112. 4 человека, в том числе 2 детей, отравились угарным газом сегодня утром. ЧП произошло на улице 2-я, Старая-Ракчинская, в Кировском районе Казани, в частном доме. 58-летний мужчина после осмотра врачей от госпитализации отказался. 23-летняя девушка с отравлением угарным газом средней степени тяжести госпитализирована. 2 девочки 3 и 4 лет с отравлением газом легкой степени тяжести госпитализированы в ДРКБ. По предварительным данным, причина происшествия в перекрытии хозяевами вентиляционного отверстия листом бумаги. К отравлению угарным газом может привести даже незначительная трещина в печи, забитый дымоход, заблокированные снегом или из-за отсутствия ветрозащиты печные трубы тоже могут стать причиной отравления угарным газом. Поэтому необходимо все время, чтобы в жилых помещениях был доступ свежего воздуха. И новости спорта. Хоккеисты команды «Ракета», играющие в любительской лиге Апастовского района, прямо во время игры устроили потасовку со зрителями. Они поделились с нами кадрами и подробностями происшествия. Сначала, как установили члены контрольно-дисциплинарного комитета, хоккеисты кидали в зрителей посторонние предметы. А затем и вовсе пошли в рукопашную, учинив массовую драку. Причины конфликта устанавливаются. Не трогай моего отца! Не трогайте моего отца! Не трогайте моего отца! В итоге 4 игрока команды «Ракета» были дисквалифицированы до конца чемпионата. Сама команда дисквалифицирована условно. В случае повторения инцидента ее снимут с чемпионата Апастовской любительской хоккейной лиги.
Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.